Добрый вечер. На ТНВ новости. В студии Альбина Слогараева. И вот о чем расскажем сегодня. Ждать воды или беды? Разливалось раньше, сейчас не знаю, иначе будет. В республике готовятся к половодью. Откуда ждать угрозы и как ее избежать, узнавал Рамиль Шайдуллин. Потоп в квартирах и ущерб на сотни тысяч рублей. У вас нет материала, вы могли бы гидроизоляцию сделать, чтобы не попала вода сюда. Почему капитальный ремонт превратился в мучение? Из Высокогорского района репортаж Анны Городновой. Вакцинация против нодулярного дерматита в Татарстане. Заболевание идет с южных стран. Где можно получить вакцину и сколько животных уже обработано, расскажет Рамиль Галиуллин. Аварии, болезни и низкая продуктивность. Дневной сон буквально 25 минут повышает работоспособность до 37%. К чему может привести бессонница, расскажет Салават Мухаммадуллин. Забота о развитии интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи – это забота о нашем завтрашнем дне. Об этом сегодня говорил президент Татарстана в Ижевске. Здесь прошло заседание окружного совета с участием полпреда Игоря Комарова. Обсуждали, как разглядеть талант в ребенке и помочь его развить, как будут проецировать опыт Татарстана. Сергей Хайдаров. Доброе утро. Давайте начнем нашу работу. В этом зале главы регионов Поволжья в полном составе. Говорят о молодых и талантливых. Образованные и подготовленные молодые специалисты должны быть локомотивом развития России, отмечает полпред. Для этого нужно находить таланты и работать с ними. Об этом говорится и в майских указах Владимира Путина. Отдельный вопрос, который нам предстоит еще работать, это не только подготовка, но и закрепление талантливой молодежи в регионах. Потому что не секрет, что часто чем лучше подготовка талантливой молодежи, тем больше процент покидает в Москву, в центр, в другие регионы. И этому вопросу мы договорились уделять серьезное внимание. И я думаю, что этому будут во многом способствовать решению этого вопроса и национальные проекты. Ежегодно победителями и призерами конкурсов из реестра становится до 1500 человек. Они включаются в базу данных и приглашаются в университет. Татарстанский университет талантов – один из таких проектов. Его презентует Рустам Миниханов. Программа позволяет ежегодно выявлять 1500 одаренных детей. Победа или призовое место в одном из престижных конкурсов, и ты в университете. Учат их здесь по индивидуальной программе, и выпускники идут работать в компании-партнеры. Важную роль в работе университета талантов играет партнерская сеть. Сегодня это свыше 150 организаций. В их числе 19 центров молодежного и инновационного творчества, 3 кванториума, 15 лицеев-интернатов, ведущие вузы, предприятия и общественные организации. Опыт республики по сопровождению одаренной молодежи сегодня рекомендовали для изучения во всех регионах округа. Успешные примеры есть и у соседей. Глава Удмуртии презентует технопарк «Кванториум». Во всех наших городах есть центры от классов робототехники до Росатом класса, Кванториум. Поэтому система уже работает. Другой вопрос, что чтобы ответить тем вызовам, которые перед нами стоят, нужно совершенствоваться. На встрече не раз отмечали, работодатели не только хотят получить высокоподготовленного специалиста, но и человека, который готов расти по карьерной лестнице. Сегодня существует множество социальных лифтов, которые обучают детей именно вот этим надпредметным навыкам. Понятно, что нужно обязательно, чтобы у ребенка было хорошее базовое образование, хорошая математика, хорошая физика или там литература, какое человек выбирает направление. Но без надпредметных навыков сегодня конкурировать на рынке труда будет очень тяжело. Сегодня стало известно, 5 регионов Приволжского округа получат субсидии из федерального бюджета на открытие и развитие центров для одаренных детей. Татарстана в этом списке не оказалось. Сергей Хайдаров, Александр Матросов, Назир Нагуманов, ТНВ, Ижевск. В Ижевске сегодня прошло и выездное совещание секретаря Совбеза России. Здесь говорили о задачах, поставленных Владимиром Путиным в своем послании. В частности, о снижении аварийно опасных участков на дорогах. Принято решение создать Всероссийский центр, координирующий работы по проекту «Безопасность дорожного движения». Тут же обсудили вопрос увеличения в ПФО доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях. Возвращаясь к теме молодежи, нельзя не отметить проекты, которые становятся настоящими трамплинами для одаренных детей. «Сириус» и «Кванториум», кадровый резерв и фабрика предпринимательства. Это лишь часть из них. Как они меняют жизнь, Зарина Ахметова.
Здорово, что у нас есть такие ребята, как вы, которые увлечены своим делом и добиваются конкретных результатов. Это около 40 тысяч участников со всей страны. Всех их уже объединил «Сириус» – всероссийский конкурс научно-технических проектов. Ежегодно они бросают вызов судьбе, надеясь реализовать свой проект. В прошлом году среди команд юных ученых оказались и наши ребята из инженерного лицея. Тогда из Сочи они привезли бронзу. В первую очередь этот проект помог развить мне знаний в области физики, так как мы создавали физико-математическую модель беспилотного летательного аппарата. Также я понял то, что иду не совсем в ту сферу, нашел себя в другой сфере. Естественно, я завел новые знакомства. Также появился навык, способность управления командой, быть в команде. А это декабрь прошлого года. Тогда молодая мама Гульнара Шамсиева делала первые шаги в предпринимательстве. Идея проста – колбаса и продукты из конины собственного производства. Сейчас она уже открыла торговую точку в Казани. Притворить в жизнь проект на бумаге помогла фабрика предпринимательства. Прежде всего, знаете, это окружение опытных наставников. То есть с тобой все время работают наставники, они дают свои советы. Делать так или не делать. Приходишь на фабрику ты с идеей, а уходишь с готовым проектом. За 5 лет с готовым проектом из фабрики ушло 50 тысяч человек. Причем идеи смогли реализовать абсолютно разные. У каждого жителя нашей республики есть возможность получить самые современные предпринимательские компетенции. Нас сегодня поддержало больше 100 предпринимателей республики, которые делятся своими знаниями в рамках наставничества. Раскрыться и развить талант с детства помогают кванториумы. В республике их 3. Здесь школьники не просто погружаются в инновационные сферы, они реализуют собственные проекты. Для Азата Галимова, ученика направления промышленный дизайн, кванториум стал и площадкой для самоопределения. Я выбрал это направление, потому что я считаю его перспективным. И также я думаю, что в будущем я смогу добиться успеха в этом направлении. Чтобы помочь развить и реализовать таланты в республике, есть специальная концепция. Она называется «Перспектива». Ведь эти молодые умы – будущее России. Сейчас стоит задача довести число участников молодежных проектов в стране до 1 миллиона. Об этом в своем февральском послании говорил Владимир Путин. Зарина Ахметова, Алмаз Единов, Ирик Хабибулин, ТНВ, Казань, Альметьевск. К другим темам. Места эвакуации и забитые реки. МЧС республики готовятся к паводку. Сегодня спасатели выехали на места потенциальной угрозы. Таких участков минимум 200. Кто в зоне риска географию предстоящего потопа изучил? Рамиль Шайдулин. Снег никуда. Вот, у меня все здесь. Александр Колесов живет в зоне возможного подтопления в 10 метрах от реки Ветлянка, которая может разлиться при половодье. Разливалась раньше. Через мост вода шла. И вот по дороге как раз. Сегодня сюда, в Константиновку, приехали сотрудники МЧС. До паводка буквально считанные дни, поэтому здесь нужно предупредить людей и расчистить все каналы. В эти дни перед большой водой даже в самых маломальских речушках идет время чистки. В более-менее крупных, таких как здесь, в ход идут еще и бензопилы. Частично прочищено русло малых рек. В настоящее время проводится ревизия насосного оборудования, подземный переход, очистка сетей ливневой канализации. Мы создали 12 пунктов временного размещения. Они примут до 300 человек, примерно стоимость 1500 рублей. По крайней мере, есть все условия для того, чтобы прожить здесь. Этой весной возможных пострадавших готовы принимать и в гостиницах города. От большой воды не застрахованы жители Клыков, Салмачей, Киндерей, Оки. Какими бывают ее последствия, республика помнит по прошлому году. Вот село Бурундуки. Тогда большой водой залило 27 участков. Погибли животные. По данным МЧС, при наихудшем сценарии и в этом году в зону подтопления могут попасть, внимание, 209 населенных пунктов. В зону подтопления также могут попасть 44 участка автомобильных дорог, 17 мостов, в том числе 7 низководных. 41 участок линии электропередач протяженностью 95 километров. По данным МЧС, уже отремонтированы трубы и гидротехнические сооружения, укреплены берега и очищены русла. Сегодня спасать от половодья готовы 15 тысяч человек и около 3000 машин. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. А их уже топят, но не снизу, а сверху. Настоящим потопом обернулся капитальный ремонт дома. В нашу редакцию обратились жители деревни Бимири Высокогорского района. На 2 недели их оставили без крыши. В итоге залита мебель, полы, техника. Ущерб на сотни тысяч рублей. Готовы ли подрядчики его возместить и почему рабочие не рассчитали силы? Анна Городнова. Все залито, да. Это голубиный помет, все это текло по обоям.
8 марта Светлана провела с тряпками и тазами. С потолка текло так, что еле успевала убирать ковры и застилать мебель и технику клеенкой. 2 недели назад нам сняли крышу. Материала нет, так крыша стояла открытая. Источник я снял. И сразу прямо на меня такая вода. Потолок словно сито. Со 2-го этажа вода течет на 1-й. Менять теперь и обои, и деревянные полы. Рабочие проходили, спрашивали, что у вас тут, типа, ну, ерунда у вас же тут, короче. Покрасьте, говорит. Вы могли бы гидроизоляцию сделать, чтобы не попала вода сюда, в квартиры. Я говорю, вы просто нарочно так хотели попасть на деньги. Дому в деревне Береми больше 40 лет. И капитального ремонта здесь очень ждали. Но не думали, что подрядчики оставят их без крыши на 2 недели. Ну вот мы забрались на самый верх, откуда и пошли все беды. Как видим, работы сейчас идут. Каркас крыши натянут такой пароизоляцией. Но, как видим, не везде. Вода продолжает течь прямо сейчас. Работы ведет фирма «Барсолидстрой». Прораб говорит, ремонт затянулся из-за мусора под старым шифером. Когда крышу демонтировали, еще несколько дней занимались уборкой. Строительного и бытового мусора, птичьего помета и так далее, битого шифера. Вот. Было трудности возникало, то, что вот это надо было все вычищить полностью. Но закрыть все тщательно пленкой, когда активно тает снег и идет дождь, никто не догадался. Управляющая компания теперь совместно с подрядчиками будет устранять последствия потопа. Жильцов мы как бы пытаемся успокоить, что мы их в беде не оставим, мы на их стороне. И в кратчайшие сроки после окончания кровли подрядчик обязуется возместить ущерб. Говорят, что посчитайте ущерб, на какую сумму. Если сумма реальная, то мы вам одобрим, выплатим. Естественно, клеить самим. По новой нужно штукатурить и подъезды. Подрядчик обещал покрыть крышу до конца недели, а все швы на пленке заделать сегодня. Анна Городнова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Высокогорский район. А в Татарстане началась весенняя вакцинация крупного рогатого скота. Коров и быков прививают от нодулярного дерматита. 2 года назад вирус подошел к границам республики. Опасен ли он для человека, знает Рамиль Галиуллин. В очереди за своей порцией вакцины почти 200 коров. Здесь прививки как и обед, по расписанию. По словам Рафиса Хузахметова, коровы дают до 3 тонн молока ежедневно. Поэтому их здоровье в центре внимания. Постоянно держим этот вопрос на контроле. Прививки делали и в прошлом году, и в этом. Сейчас для животных много угроз, поэтому вакцинация – необходимая мера. Нодулярный дерматит – опасная инфекция крупного рогатого скота. Он передается через насекомых и поражает легкие, глаза и желудок животных. Заболевание легко определить, ведь большинство признаков нодулярного дерматита внешние. Сначала из глаз и из носа течет слизь, затем на коже завязываются мелкие узелки. Но еще один тревожный признак – у коровы пропадает молоко. Специалисты успокаивают, для человека вирус не опасен. Заболевание распространяется только среди крупного рогатого скота. Прививки бесплатные, одной хватает на год. По словам ветеринаров, борьбу с вирусом осложняет то, что он еще плохо изучен. Через 12 месяцев это обязательно делать, потому что мы еще эту болезнь не знаем, так-то представляем только по картинкам, по фильмам только, но мы сами пока, слава богу, как говорится, не видели болезнь. Впервые нодулярный дерматит в России был зафиксирован в 2015-м. В этом году в республике пока ни одного случая заражения. Но в 2017-м вирус прошел совсем рядом, в Башкортостане и Самарской области. Оградить татарстанцев от болезни – задача номер 1, говорят специалисты. В этом году мы с начала февраля начали вакцинировать в Высокогорском районе. Сначала вакцинируем общественный сектор, потом частный сектор. Препарат заготавливаем по мере необходимости. Если после заготовки этот препарат хранить больше 6 часов нельзя, она испортится. На сегодня в республике привиты уже более 70% животных. Полная вакцинация должна пройти до конца апреля. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Высокогорский район. Это новости на ТНВ. Далее в программе. От идеи до воплощения. Нам не безинтересна судьба наших грантов, которые мы выделяем. Социально-культурные проекты поборются за грант, на что обратит внимание жюри Алия Хайрудинова. Объявили нового директора цирка, поговорили о проблемах театра и раскритиковали Суанасе. Может быть, нам еще рано переходить в категорию художественного кино. Для чего сегодня министр культуры Республики Татарстан встретилась с журналистами, знает Сергей Хайдаров.
Очередное заседание Госсовета Республики пройдет 18 марта в понедельник. Депутатам предстоит заслушать 4 доклада, на повестке 26 вопросов. Это понедельник. Это связано с желанием президента и нашим совпадающим желанием, чтобы он тоже принял участие на этом заседании, поскольку есть вопросы бюджетные, есть вопросы социальные. Также в ближайших планах Госсовета детально изучить вопрос начисления платы за вывоз ТБО. Расценки за эту услугу выросли с начала года. Депутаты получают письма от жителей с жалобами. В некоторых регионах страны уже смогли добиться снижения нового тарифа. Сейчас парламентарии собираются выслушать правительство, комитет по тарифам и региональных операторов. 25 миллионов рублей на добрые дела. Лукойл вновь объявил конкурс социально значимых проектов. Это возрождение родников, строительство спортивных площадок, помощь инвалидам. Об условиях на 500 000. Алия Хайрудинова. Яшенька, мой хороший, а что это у нас вот сахарочек? Яшенька – туман, мечта. Лошади уже год не просто живут в зоопарке, они лечат. На их крепких спинах дети с ДЦП обретают уверенность в движениях. Социальный проект ипотерапии нашел поддержку у учредителей конкурса социальных проектов компании «Лукойл». На грант был построен гостевой дом и манеж для езды на лошадях. У нас, к сожалению, вместимость не очень большая. То есть мы в год можем у себя принять только где-то 24 ребенка. И мы единственные в городе, кто занимается этим благотворительно. За 9 лет истории конкурса гранты от «Лукойла» получили 1200 социальных проектов. Общая сумма – 220 миллионов рублей. В юбилейный год 3 номинации – экология, спорт, духовность и культура. Заявка, она должна быть действительно проговорена. Она должна быть согласована все-таки с руководством муниципального района. Ну и, естественно, она должна охватывать именно те интересы, те важные аспекты жизни, которые волнуют жителей района. И тут то самое государственно-частное партнерство. Здесь есть в этом конкурсе элемент финансирования. До 30% должны быть средства показаны в виде бюджетных ли средств, либо средств, привлеченных со стороны благотворителей. А остальные суммы – это сумма гранта. Прием заявок на специальном сайте продлится до 31 июля. Победителей объявят в сентябре. Принять участие в конкурсе может каждый. Главное – иметь в арсенале социальный проект, который хотя бы на йоту улучшит жизнь татарстанцев. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Для возрастных актеров Татарстана создадут специальный фонд помощи. Об этом сегодня журналистам рассказала министр культуры. По словам Ирады Аюповой, в год на это планируют направить около 3 миллионов рублей. Что еще нового Гостеатр нам готовит в нашей специальной рубрике? Мне бы хотелось услышать ваши идеи, ваши инициативы. В таком формате Ирада Аюпова встречается с журналистами впервые. Задавать вопросы, что-то советовать и даже критиковать. Для этого сегодня и пригласили представителей СМИ республики. Встреча только началась, и сразу новость. Для возрастных актеров, а точнее им в помощь, создадут специальный фонд. Эту идею поддержали все руководители театров. Учреждения, театры, которые входят в состав Союза театральных деятелей, 1% от небюджетных доходов они будут отправлять на эти цели. О театре сегодня вообще говорили много. Все-таки год соответствующий. Так речь зашла и о тех, что в небольших городах и селах их в республике мало, да и актеры все чаще стремятся в Казань или Москву. Чтобы сохранить кадры, необходимы как минимум гастроли. Буинск сейчас выехал, да, он в Казахстане, если не ошибаюсь. От дня у нас поедет в Астрахань, она поедет в Дагестан. В последнее время в СМИ очень активно обсуждался вопрос возможных изменений в работе Чинчуринского театра. Якобы его хотят даже переименовать и сделать музыкальным. Это, конечно же, беспокоило не только жителей нашего города, но и сотрудников самого театра. И сегодня министр культуры недвусмысленно ответила на этот вопрос и успокоила всех. Театр будет работать в прежнем формате и не изменит своего названия. Обсудили и цирк. Вокруг казанской тарелки в последнее время тоже много слухов. Точнее, вокруг должности директора. На него в финале конкурса претендовали 2 человека. Сын предыдущего директора Рамиль Шарифуллин и потомственный дрессировщик Игорь Нестеров. Последний взял самоотвод. Позвонил, он извинился, у него есть свои организационные вопросы в части организации его труппы и много других вопросов. Фильм на очень таком любительском уровне. Ну а дальше началось самое интересное. Журналисты поделились впечатлениями от нового татарстанского фильма Алексея Барыкина «Суанасе». Именно здесь вы как режиссер не решили свою задачу.
А вы знаете, у нас от очень серьезных критиков, московских в том числе, очень хорошие отзывы. Премьера фильма состоится 14 марта. Увидеть его можно будет в кинотеатрах по всей стране. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Сон как лекарство. На этой неделе весь мир готовится отметить День сна. И, наверное, не зря он весной. А витаминоз, депрессия и бессонница – верные спутники этого времени года. По некоторым оценкам, плохо спят от 30 до 45% людей. Когда можно вздремнуть и повысить работоспособность, расскажет Салават Мухаммадуллин. Проснуться вовремя уже успех. Лег в час, встал в 7, и так каждый день, месяц, год, в некоторых случаях и всю жизнь. Бодрости не добавляет и погода. Солнца не видно и клонит ко сну. Помогает, конечно, кофе только. Так в целом постоянно спать хочется. Именно в погоду такую или вообще? В погоду. Когда солнце, все равно настроение поднимается. Немного, поздно лег, не выспался до конца. А во сколько легли, во сколько встали? 2 лег, 8:30 проснулся. Нарушением сна страдает практически каждый второй. И это уже бич нашего времени. Одно из самых опасных занятий в сонном состоянии – это вождение за рулем. Если вы даже уверены в себе, в любом случае ваша реакция будет заторможенной, а это, между прочим, равно пьянству за рулем. Законодатель на своем уровне установил такой сопутствующий фактор, как запрещение управления в утомленном состоянии наравне с алкогольным опьянением. То есть это вот у нас ограничено пунктом 2.7 правил дорожного движения. Кто-то пьет кофе, кого-то спасает горький шоколад, у кого-то на столе всегда есть витамины. Конечно, немного можно, но вот проблемы это не решает. Нарушение сна – это риск инфарктов, инсультов и еще ни одной болезни. Помочь может дневной сон. Дневной сон буквально 25 минут повышает работоспособность до 37%. Нарушение сна в тренде, а потому уже появились специальные методы и клиники для его лечения. Электронные шапочки, камеры наблюдения за сном, датчики движения. Нарушение сна у нас есть самые главные такие группы. Это, конечно, бессонница, то есть нарушение засыпания, поддержание сна, пробуждения. Их очень четко видно здесь. И вторая группа достаточно большая – это остановки дыхания во сне. Так что нарушение сна – это не шутки, а болезнь, с которой нужно бороться. И из 24 часов в сутках 7 обязательно должны пройти во сне. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. 25 участников и 25 медалей. Именно с таким результатом выступили на универсиаде татарстанские спортсмены. Сегодня в Красноярске закрылись зимние студенческие игры. Наша сборная сотворила сенсацию, выиграв 112 комплектов наград, из которых 41 золотая. Это новый рекорд. О возрождении зимнего студенческого спорта Алмаз Гафиятов. Ярко, красочно и масштабно. Так прошла церемония закрытия универсиады в Красноярске. И именно таким же получились итоги выступления наших спортсменов. Абсолютный рекорд и абсолютный триумф сборной команды России на домашних студенческих играх. Еще буквально вчера они сражались за медали универсиады, а сегодня на учебе. Такова судьба спортсменов-студентов. Команда по синхронному фигурному катанию «Татарстан» – единственные представители, кто уже вернулся на родину. Остальные разлетелись по другим турнирам, но учебу никто не отменял. Уже второй день прихожу на учебу, уже вернулась в свою привычную, не могу сказать рутину, но в привычный образ жизни. С завтрашнего дня еще и тренировки начинаются, поэтому... Все, вернулся в свои места, 3 недели, чтобы все хвосты по учебе подогнать, натренироваться и поехать с новыми силами, покорять новые вершины. Татарстан приятно удивил. Практически все, кто отправился в Красноярск, завоевали медали различного достоинства. Сноубордистка Милена Быкова и лыжница Христина Мацокина взяли по золоту и серебро. У Владислава Хадарина серебро. По золоту также выиграли наши хоккеисты. Покорять универсиаду в Красноярске из Татарстана отправилось 25 спортсменов. Столько же медалей возвращается в нашу республику. Но это по общему количеству завоеванных наград. Всего в копилку сборной команды России наши атлеты принесли 8 комплектов наград. 4 золота, 3 серебра и 1 бронза наших фигуристок. Но, к примеру, та же сноубордистка Милена Быкова, а также лыжница Христина Мацокина завоевали по 1 комплекту золотых и серебряных медалей.
Татарстан – один из самых успешных регионов по итогам универсиады, а Поволжская академия в медальном зачете игр в Красноярске и вовсе первая из российских вузов. Это значит, что родные стены помогли нашим спортсменам обновить свой рекорд и поднять планку медальных задач на следующие игры еще выше. Большое достижение наших ребят, наших тренеров, наших федераций по зимним видам спорта. Поэтому нас всех поздравляю. Считаю, что мы достигли очень хороших результатов. Это, конечно, большая работа, большой совместный труд, системная кооперация между всеми заинтересованными службами. Поэтому всем спорта, добра. Алмаз Гафиятов, Вадим Илларионов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Красноярск. А далее в выпуске программы «Вызов-112». Я же не прощаюсь. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Заключительный комплект наград на универсиаде разыграли хоккеисты. В финале сборная команда России сразилась против Словакии. Напомним, что в составе национальной дружины выступил игрок альметьевского «Нефтяника» Александр Сорокин. Именно его дубль днем ранее помог нашей сборной обыграть Канаду в полуфинале. В решающей битве хозяева принимали сборную Словакии. Матч выдался напряженным, итог встречи 2-1 в пользу россиян. Эта медаль стала 41-й золотой наградой в копилке сборной России на домашней универсиаде. Давление небольшое было, но ничего страшного, у нас хорошая, сильная команда. Все бились, старались, и поэтому результат положительный. К другим темам. Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер завоевал серебро второго этапа мировой серии финна по прыжкам в воду. Чемпионат завершился в Пекине. Спортсмен выступил в миксте на 10-метровой вышке в паре с Юлией Тимошининой. В результате 5 прыжков российский дуэт уступил лишь китайцам. Бронза досталась канадским спортсменам. Третий этап мировой серии финна по прыжкам в воду будет проходить в конце апреля в Канаде. Четвертый этап примет Казань. Тем временем волейболисты казанского «Зенита» отправились в Польшу, где в городе Гданьск сыграют четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против команды «Трефл». Этот соперник попался нашему коллективу по итогам жеребьевки в Люксембурге. В следующую стадию вышли победители 5 групп и 3 лучшие команды среди занявших вторые места. Действующий победитель турнира казанский «Зенит» свой первый матч сыграет завтра в 20 часов по московскому времени. Ответная игра пройдет в Казани в Центре волейбола 19 марта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В предстоящую ночь подморозит, что станет причиной сильной гололедицы. А какая погода ожидает нас днем, узнаем после полезной информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет пасмурно и около 1 градуса тепла. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, дневные температуры +2. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске в основном будет пасмурно, но временами солнце будет проглядывать из-за туч около 0 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также около 0, местами выпадет мокрый снег. Для юго-запада 13 марта будет облачным, снег +1. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность и 0 +2. В четверг осадки усилятся, температуры станут еще ниже. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост».
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. О погоде в Казани. В Казани ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой снег. Дневные температуры 0+2. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%. В первой половине дня ожидается магнитная буря. Берегите себя. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань-Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. Милые женщины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Международным женским днем и объявляет акцию. Только с 11 по 13 марта действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.